В Северной Осетии подвели итоги всероссийского открытого турнира «Ступень к Олимпу». Соревнования проходили в течение 3 дней. Для этого в республику приехали более 750 юных гимнасток из разных регионов России. Девочки от 7 до 16 лет показали свое мастерство в одиночных и командных выступлениях. О результатах турнира подробнее в материале Галины Григорян. До награждения остались считанные минуты. Все девочки уже ждут и с нетерпением хотят услышать именно свое имя. Ты как, волнуешься? Да. Сейчас будут наш год награждать, и соперники были не слабые, и я надеюсь что-то занять. Сложно было? Да. Ты довольна своим выступлением? Ну, так. Что больше всего понравилось? Скакалка. Я ее долго не могла отработать, и здесь она получилась. Гимнастки из всех регионов России съехались на турнир «Ступень к Олимпу». В программе соревнований командные и одиночные выступления. Задача каждой спортсменки – покорить жюри. Участниц больше 700, 150 из них представительницы Северной Осетии. Конкуренция нешуточная, и вот первые результаты. 10 призовых мест завоевали осетинские спортсменки, 4 из наград – золотые. На высшей ступени пьедестала Виктория Кочиева, мастер спорта по художественной гимнастике. Я очень рада за то, что у меня все-таки получилось занять первое место, но я недовольна своим выступлением до конца, потому что многое не получилось, но об этом, конечно же, никто, кроме нас с моим тренером, не знает. Конкуренция была очень большая, девочки из Краснодара, Ставрополя, очень достойные соперники. Соревнования были одни из самых сложных в этом году. Для меня именно морально, потому что была большая ответственность за то, что я выступала в своем городе. Нужно было доказать всем, что Владикавказ лучшие. Турнир «Ступень к Олимпу» первый раз провели в 2002 году. Он стал традиционным для Северной Осетии. Соревнования собирают лучших спортсменок. У них есть 3 дня на то, чтобы показать свои лучшие номера. Президент Республиканской Федерации художественной гимнастики Лариса Хабицева отмечает, итогами этих соревнований тренеры и организаторы остались довольны. Это, конечно, радует, потому что есть результат, есть успехи. Но это не говорит о том, что мы можем почивать на лаврах. Нам, конечно, надо трудиться и дальше, и наращивать эти успехи. Ну и самое главное, что мне приятно отметить, если раньше у нас победительницами становились девочки, 2-3 тренеров, так скажем, которые уже имеют большой опыт работы, то сегодня эта география очень сильно расширилась. Выступления юных граций не оставляют равнодушными и зрителей. Москва, Краснодар, огромное количество городов, которые привезли своих детей. То есть на что посмотреть. Мы очень рады, что у нас в городе проходят такие соревнования такого уровня, такого масштаба. По моему мнению, художественная гимнастика – это наиболее красивый вид спорта для девочки. Это грациозность развивается, харизма и вообще это грация. Тренеры говорят, сейчас спортсменкам нужно отдохнуть и восстановить силы. Впереди еще много непокоренных вершин. Галина Григорян, Заур Кудзаев, Новости Осетии.